Сегодня, ребята, у нас будет распаковка. Пришла нам посылка. И эта посылка пришла не через Почту России, а нам принесли. Тут только видим адрес, наш адрес и кому эта посылка. Даже не знаем, от кого эта посылка пришла. От подписчиков или может просто от друзей. Но уже нет терпения. Хочется посмотреть, узнать там, что внутри. И, конечно же, эту распаковку будем распаковывать вместе с вами. Показать, что прислали нам. И нам в этом, конечно, поможет наш Никита. Давай, открывай. Посмотрим. Самое главное, что мы ничего не знаем, от кого пришло. Давай пленку порви. И надеюсь, что там внутри какая-то, может, бумажка, запись какая, от кого пришла. Но очень приятно. Первая посылка и... Это я тоже, я помню, Меха. Олень. Шкура оленей. Так, осторожно. Ну-ка, пойдем. Это посылочка. Ничего себе. Ну, ребята, удивили меня. Честное слово, не ожидал. И кто принес эту посылку, нам сказали, что эта посылка пришла с Ижмы. И самое главное, я не знаю от кого. От подписчиков или просто от друзей. Корея. Смотрите, ребята, шкура у оленя. Да. Повесим на стену, будет. И такая шерсть. Да? Плотная такая, блин. Вот смотрите. Вот такая шкура. Да. Вот шкура оленя. Первый раз я чувствую, вот в руках еще никогда в жизни, если честно, я еще не держал. Плотно. И как мне дед рассказывал, это шкура, ну как бы очень теплая. Очень теплая. Она теплее лосиной шкуры. Лапки, да. Ну вот с размером я не знаю. Я в этом мало разбираюсь, но выделано уже все, мягкое. Да, отличный подарок на Новый год мы получили. Главный секрет, я не знаю, от кого это. В общем, ребята, очень приятно получить такой подарок. Такой плотный, блин. Может, кто оленей там держит в Виженском районе, я не знаю. Никак не могу понять, кто этот загадочный. Одним словом, ребята, очень большое спасибо за этот подарок. Может, когда буду ходить в тайгу, вместо спального мешка буду вместо туристического коврика, если правильнее, буду на этой шкуре отдыхать, спать. Спасибо тому, кто отправил. А на сегодня все. Всем пока. И до новых встреч на Продюкоме.